العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Уважаемый Тимур Афенди, уважаемые гости, участники форума, признаюсь, мой доклад не предполагал тезисное выступление, тем более, что в программе было указано до 15 минут, поэтому я постараюсь, но прошу не судить строго. Значит, учитывая то, что в абхазской научной среде достаточно хорошо исследованы и освещены вопросы культов абхазских так называемых традиционных верований, написано немало трудов по истории и развитию христианства в Абхазии, в то время как является очевидным недостаточная степень изученности и освещения исламского аспекта истории и культуры абхазов, а имеющиеся сообщения об исламе выглядят однобокими и в большей части представлены как насилие турок, а вопрос наличия мечетей на территории Абхазии в историческом прошлом вызывает различные дискуссии в обществе, я посчитал возможным и даже полезным представить вашему вниманию доклад на тему мечети Абхазии «Источники свидетельства». На фоне возрождения ислама в современной республике Абхазия весьма актуальным является вопрос наличия мечетей на ее территории в историческом прошлом. Известно, что в Абхазии не сохранилось практически ни одной исторической мечети, при том, что существует множество древних христианских храмов, что может создать ошибочные представления о религиозной ситуации в Абхазии в прошлом и настоящем. Отсутствие объективных научных исследований и освещения этого вопроса, вероятно, стало основанием для появления стереотипов о том, что таковых в Абхазии никогда и не было, а значит, и не было широкого распространения ислама среди абхазов, но было лишь элитарным, поверхностным и локальным. Более того, такого рода тезисы утверждают и некоторые современные исследователи. И, к большому удивлению, для некоторых людей, в том числе представителей научной среды и чиновников, такое понимание стало достаточным основанием для негативизма в связи с требованиями мусульманской общественности Абхазии о разрешении строительства мечети. И мне лично, в бытность председателем духовного управления, приходилось слышать возражения из уст некоторых чиновников, вроде «какая необходимость возводить мечеть сейчас, если не было таковой во времена 300-летнего влияния Османской империи». Более того, я прекрасно помню, как в конце 90-х, выступая на одном из центральных каналов российского телевидения, один из видных представителей нашего общества на всю Россию заявлял, что в Абхазии ислама никогда не было и не было ни одной мечети на территории Абхазии. И я не припомню, чтобы кто-либо из ученых или представителей власти возразил на это громкое и недостоверное заявление. О том, чтобы убедиться в том, что это абсолютно не соответствует действительности, достаточно лишь объективно погрузиться в изучение этого вопроса. Само наличие в абхазском языке слова, понятия мечеть, аджама, да, уже служит достаточным указанием на то, что абхазы были знакомы с мечетями в прошлом. И дополнительным свидетельством этого является топонимика Абхазии. А это название определенных местностей в некоторых абхазских селах с привязкой к мечети, таких как Аджаама-Хо, то есть холм мечети в селе Абдархук Гудаутского района, Аджаама-Тып, место мечети в селе Ватапа Чемчирского района, или же просто Аджаама в селе Мархеу Гулрывского района. Для некоторых же, к удивлению, причиной отрицания наличия мечети на территории Абхазии в историческом прошлом становится неправильное понимание самого понятия мечеть. Некоторые предполагают, то есть в их представлении мечеть это некий культовый объект, отвечающий определенным архитектурным требованиям, таким как наличие купола и минарета. Все остальное в их понимании это лишь молитвенные дома.
И здесь необходимо сразу пояснить, что мечетью с точки зрения исламского права является любое архитектурное сооружение, помещение, общедоступное место, специально отведенное для совершения ежедневных, коллективных и пятничных и праздничных молитв. Архитектура и вид мечети могут зависеть от многих факторов, различных факторов. Что касается источников, одним из самых ранних источников, подтверждающих наличие у абхазов мечетей, является сочинение турецкого путешественника с 17 века Илья Челеби, книга путешествий. Описывая, его словами, благоустроенное горное село Атма, он сообщает, цитата, здесь мы видели одну мечеть. Повествуя же об одном из абхазских обществ на побережье Черного моря, он пишет, цитата, у них много мечетей и много мусульман с семьями и домочадцами. В другом турецком источнике, в котором повествуется о масштабной реставрации Сухумской крепости в 20-х годах уже 18 века, упоминается наличие в ней мечети с каменным минаретом. А также говорится о том, что из-за большого количества мусульман в городе, в Сухуме, с января 1753 года пятничные и праздничные молитвы теперь совершаются в другой мечети, расположенной за пределами Сухумской крепости, которая была преобразована в соборную с разрешения султана Махмуда I. Об ориентировочном месте расположения этой мечети мы можем узнать из другого исторического документа 1807 года с описанием Сухумской крепости, в которой говорится, цитата, «От остовых, то есть восточных ворот, начинается Форштадт. Первая, вероятно, линия, да, сделанная каменная возвышенность, вторая мечеть и дом и Форштадта». В этом же документе упомянута мечети внутри крепости. Эти мечети упоминает и французский путешественник Пейсанель в середине 18 века. Он пишет, в Сухуме есть 2 мечети, баня и числится около 3000 жителей. Далее, из документа, хранящегося в Османском архивном отделе Государственного архива при президенте Республики Турция, датируемого 1815 годом, мы узнаем, что в селении Дал, это высокогорное село в Абхазии, одна из мечетей приобрела статус джами, то есть соборной, и хатибом мечети при этом был назначен некий Али Халифа. Упоминание некоторых мечетей Абхазии мы находим и в записках французского путешественника Поля Гибаля, побывавшего здесь в 1818-19 годах. Описывая селение Келасур, восточнее Сухума, он сообщает о расположении мечети напротив дома Гасанбея. Уже позднее, в 1862 году, мы находим ее упоминание с уже, цитата, покривившимся минаретом к тому времени, в походном дневнике Смоленского. Также в Сухуме, внимание Гибаля, привлекает весьма изящная мечеть, это цитата. Его внимание привлекает весьма изящная мечеть. Вероятно, речь идет о мечети, расположенной внутри крепости, которая вскоре после этого была разрушена, так как уже в 1836 году российский государственный и общественный деятель Сафонов писал, цитата, «Внутри крепости нет почти никаких строений, а деревянная русская церковь сложена из развалин старой мечети». О функционировании деревянных мечетей еще с конца 18-го, первой половины 19 века в селах Мерхиул, Мачара, с упоминанием фамильных родов, которым принадлежали эти мечети, повествуется и в исследовании доктора исторических наук Маан, Булрыбский район Абхазии, история и этнография. Имеются также сообщения о существовании мечети в указанный период в селе Бармыш Гудаутского района. Также в перечень охраняемых объектов историко-культурного наследия Республики Абхазия входит мечеть 18 года в селе Планурфа Гудаутского района. Упоминание мечети в селе Мгудзерфа Гудаутского района, основанной в период усманского господства в регионе, мы также обнаруживаем в полевых записках советского и российского ученого, этнографа Галины Старовойтовой. Вопрос наличия мечети в Абхазии находит отражение в художественной литературе, в частности в повести «Соколиные гнезда» Немировича Данченко, в которой он описывает разрушенную мечеть
минареты, купол после махаджирства, после переселения абхазов в Турцию. Также в романе абхазского писателя, кандидата филологических наук Баграта Шинкуба «Рассеченный камень» упоминается действующая мечеть в селе Мук Очимчирского района. Далее, источники свидетельствуют, что в XIX веке, несмотря на массовый исход абхазов-мусульман в Османскую Турцию, в результате русско-кавказских и русско-турецких войн, а также политику христианизации Абхазии, во многих абхазских селениях в разное время легально и нелегально продолжали функционировать мечети и молельные дома. Некоторые князья и дворяне выстраивали на свои средства собственные родовые мечети. К примеру, абхазский исследователь, историк, этнограф Шалвай Налыпа в своей монографии «Абхазы» пишет, цитата, «В горных и предгорных селениях и обществах преобладание получило мусульманство. В некоторых из них, например, Абгархоп, Аца, Ланурхоч, Лоуч, Гярда, Дал, Амзара и другие, были построены маленькие деревянные мечети, в которых по пятницам происходили публичные молитвы. Некоторые феодалы, ревностные в мусульманстве, имели отдельно свои мечети, как, например, Маан Кац, который, по словам старых жителей, выстроил себе молитвенный дом в городе Гудаута. Далее. В одном из архивных документов 1860 года, значит, говорится, что в Гудаутах имеется одна школа, где до 40 учеников и один молитвенный дом. Мечеть с деревянным минаретом в Гудауте в 1871 году упоминает Смоленский в своих записках «Воспоминания кавказца» из записок Юнкера. Далее, мечеть в Очимчире в 60-е и 70-е годы XIX века фигурирует в отчетах Общества восстановления православного христианства на Кавказе за 1868 год. О мечетях в некоторых селах Абхазии в отчетах того же общества за 1998-1901 года находим, цитата, «В селениях Чгярти, Аацир, Цхинискали, то есть Цхинскар, тайно содержались мечети. Впрочем, в селе Цхинскар магометане Абхазы и теперь имеют мечеть». Далее. С начала 20 века, вследствие всеобщей либерализации в Российской империи в 1905 году, фиксируется массовое возвращение абхазов к исламу. Некоторые источники того времени отмечают, что, цитата, «Абхазы после объявления свободы вероисповедания в 1905 году целыми селениями стали возвращаться в магометанство, так что в Гудаутском участке, в этом центре абхазцев, христианами осталось только 2-3 прихода». Советский этнограф-кавказовед Чурсин писал об этом так, цитата, «Как только в 1906 году была объявлена так называемая свобода совести и вероисповедания, оказалось к великому конфузу миссионеров и попов, что большая часть абхазов признает себя мусульманами». Далее. Значит, в одном из архивных документов отмечается, что некий Бутба, возвратившийся из Турции, в 1908 году добивается официального разрешения царской администрации на открытие в селах мечетей и назначение имамов. С возмущением о постройке, цитата, «обширной двухэтажной каменной мечети в местечке Очимчира» уже в 1910 году упоминает священнослужитель Абхазской церкви протоиерей Маргания, сетующий, что, цитата, «ныне к великому прискорбию на абхазской территории воздвигаются магометанские мечети», конец цитаты, и что жители окрестных абхазских сел, имеющие, цитата, «большое влечение и приверженность к магометанству», конец цитаты, в связи с этим уже готовят ходатайство о разрешении и им постройки мечети. О постройке этой огромной мечети в приморском селении Очимчира и о том, что в селении Аци и о том, что в селении Аци мечеть уже начата постройкой, повествует и православный миссионер епископ Андрей. Далее. Я уже завершаю.
По утверждению абхазского советского историка, исламоведа Григория Смор, большинство мечетей было уничтожено в годы оккупации Абхазии и меньшевистской Грузии 1918-21 года, а оставшиеся в результате советских антирелигиозных кампаний. И в ходе собственных исследований стало известно, что последняя мечеть на территории Абхазии, при которой функционировала и медресе, была окончательно разрушена в 50-е годы 20 века в селе Абгархук Гудаутского района. Также, описывая свое родовое селение Эшера в 1965 году, первый президент Республики Абхазия Владислав Ардзенба, доктор исторических наук, отмечал, что, цитата, «ныне, недовольствуясь отсутствием специального помещения для моления, сельчане приняли решение о постройке большой мечети размером 30 на 15. За строительство взялся ныне здравствующий Дахир Хибба». Таким образом, конец цитаты, таким образом мы можем заключить, что у абхазов в разное время в различных селениях существовали мечети разных размеров и архитектуры. И очевидно, что в большинстве случаев это были огромные скромные деревянные строения, иногда частные жилые дома, но встречались, как мы смогли убедиться, и более основательные каменные здания с куполами и минаретами. И география существования мечети на территории Абхазии позволяет с уверенностью утверждать о несостоятельности тезиса о локальном распространении ислама среди абхазов. И на наш взгляд, совершенно справедливым является утверждение ранее упомянутого Григория Смор о том, что, цитата, «накануне свержения царизма наиболее распространенной религией у абхазов оставался ислам, и в список, в кавычках, зараженных мусульманством были занесены почти все села с абхазским населением». Благодарю. Спасибо большое.